Сначала вы, да? Добрый вечер, коллеги. Еще у нас одна встреча. Мне приятно представить наших гостей. И сегодня на наших презентациях присутствуют преподаватели колледжа искусств Республики Коми. И присутствуют музыканты. И очень приятно их здесь видеть. И немножко необычные у нас мероприятия. Если у нас проходили мастер-классы, то сегодня у нас идет презентация учебно-методического пособия. То есть мы знаем, что музыканты много играют, много выступают на концертах. И, соответственно, написать учебно-методическое пособие – это большой-большой труд. И приятно, что у нас в республике такие пособия выпускаются, пишутся, они имеют свои рекомендации. И колледж искусств сейчас представляет два пособия. Первое пособие, которое нам представит сам автор, это у нас Игорь Леонидович Суровцев, да, и его пособие называется «Оркестровые, духовые и ударные инструменты». Я думаю, о своем пособии он расскажет сам, а моя задача просто, чтобы он не волновался, и поддержать его в своем выступлении. Ваше слово. Спасибо. Всем здравствуйте. Сегодня мы будем рассматривать учебно-методическое пособие по МДК оркестровый класс и УП оркестр. Значит, это учебно-методическое пособие написано для студентов очной формы обучения по специальности инструментальное исполнительство по видам инструментов, а конкретно оркестровые духовые инструменты. Учебно-методическое пособие «Оркестровый класс» является уникальным по своему содержанию, так как оно создано на основе личного педагогического опыта, также опирается на все ценные, накопленные в этой области знаний и умений, а также репетиционный процесс, формирование концертных программ, профессиональных компетенций студентов, подбор разнообразного стиля и жанра репертуара. Учебно-методическое пособие по этому курсу «Оркестровый класс» адресовано студентам музыкальных колледжей по специальности оркестровые, духовые и ударные инструменты и способствует лучшему освоению учебного материала, на основе которого развиваются профессиональные навыки и творческая дисциплина у обучающихся, а также способствует организации самостоятельной работы студентов, что немаловажно, так как между занятиями студент должен самостоятельно повышать свое мастерство. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого и совместного музицирования, стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям. Оркестр, как любой исполнительский коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность обучающегося, вырабатывает чувство товарищества, ответственности за общее дело. Данное издание поможет организовать последовательное развитие и целесообразное воспитание творческой личности музыканта, формирование его готовности в будущем к различным видам музыкальной деятельности, таким как исполнительской, педагогической и просветительской. Изучение курса «Оркестровый класс» способствует формированию и развитию навыков игры в оркестре, а именно умение грамотно читать музыкальный текст, чисто интонировать при исполнении, чувство общего баланса звучания, точной реакции на дирижерский жест, изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, развитию навыков беглого чтения нот с листа. Задачи освоения курса – это формирование знаний художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для оркестрового исполнительства, формирование умений грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в оркестре, формирование умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании музыкального произведения,
применение приобретенных навыков для теоретического анализа музыкального произведения, грамотно разбирать нотный текст, воспитание художественного вкуса, а также формирование профессиональной культуры. Пособие подготовлено на основе научной и учебной литературы с использованием интернет-источников, а также на основе собственного педагогического и исполнительского опыта. Структура методического пособия состоит из оглавления, введения, тематических планов почасовок и, самое главное, из 5 тем. Это изучение произведений с элементами кантиленности, изучение произведений с элементами гомофонно-гармонического языка изложения, изучение жанра полифонии, музыка композиторов-классиков, изучение жанра танцевальной музыки, это пьесы, изучение жанра концертов. Каждая из этих тем имеет несколько разделов, которые более конкретно раскрывают содержание тем, содержат материалы по изучению конкретной темы для самостоятельного методического правильного освоения. Также в каждом разделе поясняется характер действий. Мы видим, да? Характер действий при выполнении определенного задания, а именно раскрытие темы, нотная литература, практические занятия, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента. После изложения всех тем представлено содержание учебной практики «Оркестр», где прописаны виды работы по учебной практике из 37 пунктов, которые студент должен освоить непосредственно играя в оркестре. Далее идут виды вне аудиторной самостоятельной работы. Здесь студент, помимо аудиторной работы, с помощью прописных рекомендаций, может самостоятельно подготавливаться к уроку. Дальше идут формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Здесь студент может ознакомиться с тем, какие семестры будут проводиться дифференцированные зачеты, а также требования к этим зачетам. И самый интересный раздел, где студент ознакомиться с критериями оценки по МДК «Оркестровый класс» и УП-оркестр, потому что постоянно студенты интересуются, почему у них именно эта оценка, а не выше. Эти критерии оценок составлены на основе профессиональных компетенций студентов, которыми студент должен овладеть в процессе обучения. Оценивание в нашем колледже происходит по 10-бальной системе. Методическое и информационное обеспечение. Здесь 2 раздела. Рекомендуемый репертуар и список рекомендуемой учебно-методической литературы, с помощью которых студент может воспользоваться для ознакомления профессиональных компетенций. Далее идет глоссарий. Это словарь с музыкальными терминами, которые периодически встречаются в нотах, оркестровых партиях и методических пособий. Учебно-методическое пособие «Оркестровый класс» написано с учетом того, что практически каждый студент по окончании колледжа будет работать в музыкальных коллективах, где полностью должен будет применять профессиональные навыки игры в коллективе. Сложность заключается в объединении людей с разными возможностями, одной целью и задачей. Этот опыт приходит именно в студенческом оркестре, где учатся играть студенты с 1 по 4 курс. Развивая у студентов профессиональные компетенции, я сам получал профессиональный опыт, работая со студентами, и студенты очень активно развивались как будущие профессионалы, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы за участие в многочисленных всероссийских и международных конкурсах. А самое главное, это красивая
и профессиональное звучание оркестра, которое было отмечено на конкурсах и духовых фестивалях. Все, спасибо.